Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Нуримановскому району. Руководитель региона уже побывал в лицее имени ветерана Великой Отечественной войны Ришата Исмагилова в селе Байгильдино. Далее глава Башкортостана Ради Хабиров и наша съемочная группа отправляется в село Красный Ключ. Это живописное место, популярное зимой среди любителей горнолыжного спорта, а летом среди любителей отдыха у воды. И, как следствие, нагрузка на врачебную амбулаторию, которая обслуживает жителей нескольких населенных пунктов. Здание 1995 года постройки уже давно требует ремонта. Глава Башкортостана Ради Хабиров именно на этом объекте. Это стационар, 15-коечное отделение, 4 койки у нас дневного пребывания. Врачей по штату 4 так и должно быть, да? Здесь предусмотрено так, да. Вот одна из Здравствуйте, Исаак. Здравствуйте. Как здоровье у вас? Здравствуйте. Какую-то помощь оказывает вам здесь? Конечно. Капает что-то, да? Все хорошо, прям спасибо большое, доктора ваши. Нашей больнице большое спасибо. Лекарства есть, да? Все есть. Все есть, да? Главное условие, чтобы, да? В 2019 году собственными силами муниципалитет тоже. Я вижу, окна поменяли. Ага. Здесь сделали вот по палатный небольшой. Вот я вам точно говорю, мы летом за лето здесь на порядок наведем. Прям вот специально приехал посмотреть. Наш поселок старенький уже. Конечно. Большинство пожилых людей. Поэтому Нас пенсионеров не надо, забывайте. больница обязательно надо. А так здесь стоматология тоже есть, да? Здесь Есть стоматология, у нас новая установка в прошлом году поставили. Ага. Ну, то есть у вас вот в случае, когда прихворнули, сюда есть возможность лежать. Тут не дневной же, наверное, да? Здесь есть дневной, 4 койки и 15 койк. А 15 это питание сами Все организуют? есть. Здесь пищеблок. Все. А пищеблок есть, да? Все Ладно. хорошо, и питание хорошее, и уход хороший. Будьте здоровы, будьте здоровы. Но вот я вам точно говорю, что мы вот здесь вот уже приступим, вот как только Хорошо, у вас... Проектно-сметная документация полностью готова, экспертиза проведена. Все, вот в нормальных, хороших условиях будете здесь лечиться. Спасибо. Главное не болеть. Всего доброго. До свидания. Да, здесь я вот... Ради Фарид, хотелось бы показать вот палату, которая более-менее сделана, и вот, увы, не сделана. Вот они у нас вот в таком вот... Здравствуйте. В таком вот Здравствуйте, положении. здравствуйте. Мешать не будем. Прихворнули немножко? Да. Ничего, вот я приехал посмотреть. Ремонт здесь сделаем скоро. Так что в хороших условиях будете лечиться. Да, вот я вижу и окна, и все. Да, тут все. да. Выздоравливайте, пожалуйста. Выздоравливайте. Выздоравливайте. О. В 2018 году Здравствуйте. Здравствуйте. Да. В 2018 году поменяли мягкую кровлю, отремонтировали, сделали. Ну, то есть протекало на самом деле все. Не, это безобразие. Сейчас, все это, сейчас у нас ничего не течет, но сделать внутри очень охота. Сколько денег надо сюда? Те сметы, которые мы сейчас осметили, госэкспертизу получили на 45 миллионов. Ну, нормально. А вот если деньги вам выделят, вы когда готовы приступить? Тут же можно, наверное, приступать... Да прямо сейчас тут внутрянка, Ради Фаридович. Единственное, только система отопления, да, в мае готова. Мая, да? В мае. А тут систему отопления менять надо, да? А тут И электрика, и отопление, канализация здесь, Ради Фаридович. здесь есть вот рентген-кабинет, который тоже хотел показать. Да, используем вот много травм на Горнолыжкино. У нас 2 большие горнолыжные базы на данной территории. Это все рабочие, но ввиду штатного расписания и так далее, это пока не функционирует, конечно. Серьезно? Но после проведенного ремонта, я думаю, что мы как планируем. Если... Он в рабочем состоянии, да? Да. То есть специалиста просто нет, да? Специалист тоже есть. А в чем Просто дело? в штате нету. То есть мы вот как предполагаем, если и здесь мы сделаем ремонт, то северо-запад нашего района, это порядка 7 тысяч населения, мы охватим полностью помощью. Вот наша цель какая. То есть это Павловка, Красный Ключ, село Чандар, Яманпорт, Нижний Кировск. То есть вот это вот... А техника работающая, да? В принципе, все работает, да. Это детская служба здесь. Педиатр, процедурный кабинет. Заболели, что ли? Ну, немножко, да. А, немножко. Здравствуйте. Здравствуйте.
Давайте. А так терапевт есть, а вы педиатр есть, да? Терапевт, здесь педиатр, это блок детский. Я понимаю, педиатр есть, да? Педиатр Здесь есть. все вот. Принято, она по программе у нас принята. А стоматология детская здесь есть? Стоматология общий прием. Она ведет и... А, то есть у нее лицензия на детское, на такое есть. Ну, сейчас посмотрим. Радик Фаридович, можно несколько вопросов? Давайте. На сегодняшний день наша больница работает на Красный Ключ, работает на Павловку и на Чиндар. Эти три поселка – треть населения Нуримановского района. По сути, у нас единственная достойная больница – это Красная Горка. Хотелось бы, конечно, попросить, чтобы было еще отделение гинекологии, чтобы женщины, которые беременные, могли обследовать. Нет возможности, это акушерское такое. Нет, у нас здесь была акушерка, но не могла просто. Когда А вообще, развивалось, это все было. Семей молодых-то много здесь все равно. Вот у нас 12 женщин, которые сейчас в положении. То есть у нас же в деревне, сами знаете, то мы печку топим, то мы в больницу идем. Просто у кого-то нет возможности доехать до Красной Горки, и нет условий достойных, которые бы хотелось организовать для того, чтобы женщины могли спокойно рожать. Если... Вот, смотрите, вот мы, чтобы мы точно, я говорю, вот я из резервного фонда своего сюда деньги мы выделим, прям в январе-феврале. Как готовы будете, приступайте. То есть задача к осени, наверное, сделаете, да, до конца года сделаете. Мы наведем здесь порядок, безусловно, здесь будут хорошие условия детские и так далее. А с министром я переговорю по штатам, как вы говорите, у вас рентгенолог или что, потому что мы все-таки тоже рассчитываем наши средства по акушеру. А как вы сейчас, у вас в Красной Горке получается только, да? Выездная помощь. А так летом, я так понимаю, эта поликлиника еще тут 1000 людей обслуживает, которые тоже сюда же приходят, да? Здесь курортные зоны. Я говорю, они все сюда все равно приходят, у кого что там. Вся Павловка, она вся здесь. Все здесь, да. Потому что кому-то экстренно надо. Нету элементарного хирурга, чтобы он несколько швов наложил. Хорошо, вот, собственно, я для этого хотел посмотреть. Обязательно сделаем. Я вам точно это говорю, сделаю. И если можно, еще одно условие для медиков создать, чтобы они сюда приезжали. Я имею в виду хотя бы коммунальные платежи, чтобы им полностью оплачивались. Я уж не говорю, что там что-то им построить. Ну, вообще, в идеале, конечно, общежитие какое-нибудь. Радик Фаридович, мы возмещаем им аренду У жилья. нас соглашение подписано, 5000 ежемесячно. 11 Администрация нам Не, помогает. ну так, вы правы в чем? Мы сейчас анализируем. У нас же есть там земский фельдшер, земский врач. То есть мы даем деньги там подъемные, немаленькую сумму даем. После этого, значит, выделяют земельный участок. Главы везде по-разному решают. Это больше вот его. Но мы сейчас анализируем. Вот этих средств все равно недостаточно. Все равно врачей не хватает. Поэтому мы, наверное, будем увеличивать какие-то преференции для врачей. Вы правильно говорите? Раз не идут, значит, надо... Если будет новое здание, я думаю, что это все совсем по-другому. Новое здание будет. Причем вы фасад включили в ремонт? Фасад есть. То есть это должно быть красивое, благоустройство, фасад внутри. Все включили. Сделаем. Уже осенью вон, она придет, будет улыбаться здесь. Все, да. Спасибо, будьте здоровы. Да. Я вот редко такая возможность повезло, да, хочу обратиться к вам, как многодетная мама. Я была подростком, когда сама ходила в эту больницу лечиться. Сейчас я уже многодетная мама, у меня 4 детей. Старшей дочке 18, самой маленькой 2 года. Дети все здесь тоже лечатся. Скоро уже и внуки пойдут. Время идет, а вот сами можете наблюдать, что ремонта здесь не было. Вот я вам точно говорю. Село молодое. Теперь глава должен с главным врачом отработать побыстрее. Спасибо. Так что осенью, я говорю, придете. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Это так называемое взрослое крыло. У нас еще одна проблема. Это вот как бы поликлиника с парадным входом и так далее. Вот здесь у нас стоматолог. В прошлом году новое оборудование завезли в рамках модернизации. Все работает. Все есть необходимое, да? Есть, да, у вас необходимое. Хороший стоматолог, все ее ценят. Все ее ценят. Смешанный прием, и детишки, и взрослые. Вот здесь же тоже ремонт вы сделаете, да? Здесь все будет тоже. Все будет ремонтировать. Планируем. Люди ходят. А вот, то есть вы и детский стоматолог, и взрослый, да? В деревне не спрашивают. Не спрашивают, да? Да. В деревне идут и хоть А вот у вас в школе, в большой, которая... Там есть стоматолог? Есть, конечно, да. По программе «Взлетай». По программе «Взлетай». Новый ремонт там сделали, работает. Учителей начали лечить, да? Полностью смешанный прием. Она ведет и детей, и взрослых. Все это работает. Ну и здесь вот также, когда будете делать, сделайте вот под тот же цветовой брендбук. А это все под брендбук надо, тот, который у нас есть. Это. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое. Будьте здоровы сами. Всего доброго.
предполагается, что вот это детское крыло со своей коляской, оно так... Нет, вы прям все сделаете. Все полностью. Все-таки тут 2 больших населенных пункта. Тут турбаз полно. Мы и планируем, что вот именно ремонт в этом здании закроет вопрос весь. Причем на Павловку уже деньги... А пока, когда закроете это, что будете делать? Как-то пока перераспределитесь, да? У нас есть вот здание администрации. Ну то есть пока там что-то... Прием и так далее, все это будет. Стационарная помощь на время ремонта будет пока в райцентре. Хорошо. Ну, договорились тогда. Спасибо. Всего доброго. Рахмет. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова – завод по выпуску алкогольных и безалкогольных напитков рядом с деревней Новобедеево. Место строительства предприятия выбрали совершенно оправданно. Нуримановский район славится водой, и ее показатели идеально подходят для подобного производства. Здорово здесь отстроились. Да, мы молодая компания, начинающая, нам 4 года, вот как мы здесь развиваемся. Вот, это комбинат пива безалкогольных напитков, Главпивтор Холдинг. Наши магазины основное количество в Уфе, ну, по Башкирии я имею в виду. Вот Главпивторг это вот ваша, да? Да, совершенно верно, наша компания. Вот, и здесь вот мы, в принципе, если по времени ограничены, сейчас предлагаю пробежаться по цехам, вы увидите основные наши деятельности, там, да, что времени тратить. Вот это сердце, да, здесь уже основные процессы пивоваренные происходят. Загрузка солода, варится все, и уже там отправляются следующие цеха, вот, которые мы, в принципе, видим. Вот. Вообще таких цехов здесь 4. Вот. Мы сейчас покажем основной и уже безалкогольное производство. В принципе, здесь ничего особо сложного нету. То есть котел на мониторы какие-то, да? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Подписано. То есть цикл проходит здесь и уже отправляется. Вот, кстати, этот счетчик РАР. Да, здесь администрируется пиво, которое все варится, отправляется на розлив, оно проходит через этот счетчик, он каждые 5 минут дает показания, ну, в офис. Понятно. Да. Отсюда проходит, да, все регистрируется. Слушайте, а вот я как-то все хотел пивников собрать. Вот вам действительно вот есть большая проблема вот этих вот нелегальных пивоваров, которые или... Но она сокращается. Она сокращается на глазах. То есть эта проблема потихоньку, она потихонечку, да, уходит. То есть это не такая большая проблема. Сейчас с честным знаком, там, который начнет работать в сентябре месяце, в принципе, это слопнется уже окончательно. Поэтому акцентируют на это внимание там уже, да, уже там, нет, да. 3-5 лет назад это было настолько актуально, там, да, рынок был там завален этим нелегальным алкоголем, и там развиваться в этом рынке крайне хлопотно было. Сейчас проблема, да, она меньше, на нее уже там менее внимания обращаем. Оно естественным путем, получается, вы говорите, умрет, да? Да, вот еще один цех, пойдемте туда, там удобнее будет. Вот это вот наше первое общежитие, здесь как раз персонал живет и местный, и уфимский. Да. Вот, это второй наш как раз строится, мы сейчас его быстренько закроем, там, да, через месяцок-другой. Вот производство лимонада уже здесь. Проходите. Ну, тут уже исключительно сахар, причем только чешминский наш, местный, там, да. Вот, мы исключительно натуральные лимонады, которые на сахаре, не на заменителе, не на концентрате, там, да, это исключительно наш продукт. Вот он, кстати, весь. Мы делаем вот эти лимонады все здесь. Далее. А это вот разлив идет, да? Это что это такое? Это мохито. Круглосуточно работает? Лето, да. В лето улетает, да? Да, в лето бесперебойно. Сейчас там, да, сложный период, но тем не менее не останавливаемся, работаем. Да, такие портативные пока линии. Как только мы научимся работать, научимся выстраивать маркетинг, там, да, мы, соответственно, пойдем уже в другие линии. Это пока вот наша познавательная страничка. Вот. На что заработали, на что научились, с того и начинаем. Вот. Понимаем, что уже летом нам этого не хватает, 100%. То есть расширяться будет. Да. Остатки лимонада уже там не остатки, вернее, также в кегу наливаем. Вот она стоит кега, вот здесь лимонад весь. То есть, ну, это в магазинах уже в розливе продается. А сироп сами здесь делаете, да? Да, конечно. Ну, то есть из добавок каких-то, да? Нет, сироп только сахар и, соответственно, уже там ароматизаторы. Сколько человек работает у вас здесь? 35 вроде, да, было? 36, да, сейчас. 36 человек. Вот. Ну, там, если в общем по холдингу, то у нас 400 уже там. Поэтому 36 только здесь работают, да. Цех справа мы сейчас строим именно под квас. Вот, под квас современный, вот, который будет проходить точно такой же путь, как и пиво. То есть это солод, сахар,
дрожжи. Все, не как там, да, принято называть, там, да, концентрированный напиток просто добавляют и все. И люди покупают банки, потом что они делают? Сдают, утилизируют? Бутылку мы принимаем, но вот в силу последних ковидных там этих всех ограничений, пока мы в связи с Роспотребом приостановили бутылку. Бутылка дорогая, наверное, да? Да, дорогая. А летом, наверное, здесь не протолкнуться, да? Летом здесь не протолкнуться. Трафик колоссальный. Да и в выходные здесь не протолкнуться уже. Здесь в выходной день здесь машину не поставить. Я имею на парковке кафе, там, на парковке магазина. Ну, это уже наш придорожный сервис. Мы его только-только вот осенью запустили. Вот. И все это заработало. Спросом пользуется капитально, конечно. Да, спрос большой. Я бы говорю, то есть в выходные тут совершенно бессмысленно, тут не остановиться даже. Вот. То есть вот так работает. Мы сейчас запустили программу как раз. Я хочу, чтобы у нас порядка, наверное, 200-300 должно появиться вот буквально за 2 года. Очень нужная вещь. Вот и туалет также из контейнера сделан. Да, тоже очень популярное место, не менее популярное, чем ресторан. Да. Здравствуйте. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Ну да, наш магазин фирменный. Тоже, да, вот наш фирменный холодильник. Вот он вот так вот у вас получается, ну вот. В Уфе все то же самое. Да, в Уфе все то же самое. Ага, и брендирование вот так же сделано. Да, совершенно верно. Пиво наливается не только из кека, а вот из этих бочек. То есть это не просто там, да, муляжи, это настоящие емкости, откуда уже подается пиво. Да. Спасибо. Как настроение, девочки? Все хорошо. Фрич, мы вот пока ходили по этому предприятию, я все ждала, когда же о проблемах заговорят, а тут не говорят о проблемах. Тут есть свои проблемы, конечно. Они сами решают их. Моя задача вот хороший получился объект, они без нашего вмешательства сами сделали, поэтому вот мы же говорим, что у нас есть программа развития придорожного сервиса. Вот я предложил, я говорю, если вы хотите, давайте оставьте где-то, и мы, соответственно, землю без торгов даем. У нас есть целые меры там и поддержки, поэтому вот такие ребята и делают хороший сервис. Молодцы. Спасибо. Всего доброго. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова в селе Красный Ключ Нуримановского района – завод по розливу воды и производству напитков. Предприятие крупное, в планах предпринимателей развиваться и дальше. А построили завод недалеко от родника, который славится своей целебной водой. Здравствуйте. Здравствуйте. Как обещал? Мы очень рады. Мы вас ждали. Это вот продукция ваша? Продукция, да. Вот посмотреть. В данный момент мы производим порядка 50 видов продукции, в том числе 16 видов лимонадов, чаи. Представлены самые наши популярные номенклатуры. Газ, не газ, 0,5, морсы, инновационный продукт щелочная 9,5, кстати. Единственная, пожалуй, в России. И мы продаем ее по всей стране. Это вот основной ваш цех, да? Да, это основной цех розлива. Вода поступает у нас из цеха водоподготовки. У нас 6 скважин. Пойдемте. Самое главное, наше, так сказать, это наша вода. Поэтому водоподготовка. Это водоподготовка, она самая простая. Тут 6 скважин. Вода по подземным трубопроводам попадает в цех. Проходит очистку, самую простую, на азудовских фильтрах, механическую, до 1 микрона. УФО обеззараживание, накопители. И дальше уже по нержавеющим трубам вода поступает непосредственно в цех розлива. Тут больше нечего рассказывать, честно. То есть никаких космосов здесь нету. Это цех купажный. Здесь готовятся сладкие сиропы, которые потом уже направляются непосредственно в цех розлива. И готовится. А у вас в одном цеху разливается и сладкая, и простая вода? Да, она разливается только на разных линиях. Просто разные линии уходят, да? Мы когда проводили реконструкцию, мы сделали так, чтобы производство было поточным, то есть соблюдались чистая грязная зона, и чистая зона была максимально компактной. Сюда мы ее вынесли с витражными окнами, чтобы можно было контролировать процесс. То есть там внутри
У нас стерильная зона, подается туда избыточное давление, и все, соответственно, выдувает в разные стороны. Это лаборатория, наверное, да? Каждый день производства начинается с контроля качества поступаемой воды. Девочки сделают анализы непосредственно со скважин, потом непосредственно уже с линии розлива. И в течение дня каждые 15 минут ведется отбор проб готовой продукции уже и ведется контроль. То есть девочки у нас самые главные дают команду отмашку. Мы сейчас зайдем с вами в цех выдува. Здесь начинается сам процесс розлива, можно сказать, да. Из заготовки выдуваем бутылочку, и дальше она уже поступает непосредственно в цех розлива. А заготовки где берете? Где? У нас есть свой цех ТПА, то есть термопласт автомат. На данном этапе... Вот он выдувает ее, да? Он ее сейчас поведет на лампу разогрева. Она станет пластичной. И вы сейчас увидите, как уже разогретая петка будет подаваться. Можно здесь уже наблюдать выход готовой бутылки. То есть она там разогретая, приняла форму и сразу же охладилась. И все. Значит, вы от жажды не умрете, я так понимаю. Да? Мы нет. Вообще этот склад у нас летом оборачивается, наверное, один раз в сутки полностью. Вот это все сразу, да? Да. И там. Угу. Улетает, да? Да. Ну и летом не увидишь так, чтобы вот заходишь в склад и он был полностью забитый. Летом он, процентов на 30, наверное. То есть максимум мы поддерживаем, то есть небольшой лимит. Ну это хорошо, это хорошо. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Сам родник как раз единица. Вот как раз благоустройство делали. Вот они это делали, да? Получилось очень красиво. Летом, наверное, полно народа здесь, да? Да и в праздники здесь битком было, вот, да? С 1 по 9. Почистили дно, убрали ветки, мусор, все, выстроили, так сказать, береговую линию, сделали обустройство. Здесь все заложено у нас, брусчаткой. Сделали купель, кстати, знаете, очередь тут на крещение вообще. Крещение кошмарное. 19-е, наверное, здесь будет. Вот. Детскую площадку сделали, там. А там кафешка или что это там? Или... Это визит-центр. Визит-центр. Вот так вот. Ну, это какая-то некая инфраструктура для того, чтобы местный бизнес мог развиваться, потому что все равно парк должен жить. Вот Александра как раз. Здравствуйте. Вы хозяйка, да? Да, визит-центра. Да. Мы сейчас с вами будем гулять по парку. Приезжают люди? Людей приезжает очень зимой, много, да. зимой тоже, да? Когда открывали, мы, честно сказать, не думали, что будет так сильно востребовано. И мы гостей встречаем. Мы со всей России, это мы уже даже умалчиваем. Очень много приезжает за границей. Причем близкой за границей, дальней. Вплоть до того, что у нас Америка, Испания, Италия, Швеция. И очень хорошие отзывы. Вот именно от тех гостей, которые путешествуют много. И много видели, они говорят, ребят, молодцы. Красота, конечно, да? Вот. Да, но это вот наши жемчужины, самый крупный родник России, как мне их однажды сказали, говорит, круче нефти может быть только вода. Вот. Самое главное, его особенность... Дно видно, да, я вижу? Да. Это вот видно дно. Но это мы с вами видим как бы затопленную часть. А вот там из-под горы он выбивает, у него 15 кубометров в секунду дебит. Он второй по величине в мире после Фонтен-де-Ваклуза во Франции. Вот, и самый крупный в России. И самое главное, в чем уникально, что это источник питьевой воды. По сути, да, это такой действительно удивительный объект. Плюс у нас очень богатая история. Мы сейчас с вами гуляем по территории Нижнего завода Красноключевской гумфабрики. Именно источник стал локомотивом развития этой территории, потому что изначально именно он сюда привлек очень деловых людей, интересных. Купец Рахманов основал тут первое производство. Вот это малая ГЭС, тогда он назывался белым ключом, красным он стал после известных нам всех событий. Вот. И вообще, в принципе, это одна из первых... Турбина не рабочая сейчас, да? Сейчас она выполняет функцию экспоната, да. Тоже очень востребована, много восторгов. У нее интересные инженерные решения у этой электростанции. Какого года турбина?
1901-го. Вот эту вот шестерню, общалась я с гостями, когда отливали на Ленинградский, он сейчас называется. Тогда еще, наверное, Санкт-Петербургский был, но сейчас так и называют Ленинградский металлический завод. Интересно, что у нее дубовые зубцы, то есть тоже было классно. Они не металлические, дабы ее же дорог-то не было. Привозили же все по реке, основная транспортная артерия у нас была Уфимка. И вот видите, эти сами зубчики. Все очень просто. Да, все очень просто. Не нужно было перезаказывать, отливать такую махину. Менялись только вот ряд этих зубцов. Мы не трогаем пока, потому что все-таки она оригинальная, хочется историю сохранить. Мы сейчас с вами гуляем по дамбе, она линейная. Часовенку сделали, да? Часовенка, да. Она маленькая, уютная, стоит вот в начале тропиночки, ведущей в лес. 1,5 года часовенка отработала. Сейчас вот это вот питьевая вода, по сути, да? Да. В таких объемах. Да, это питьевая вода высшего класса. Это вот этот объем и вон там, который да, вытекает. То есть он у нас поделен. Да, я понимаю. Туристы всегда спрашивают, где труба. Где, говорит, у вас родник, который в трубе? Я говорю, ребят, у нас 4. Наш в одну, но никак. Бывали периоды, когда родник иссякал? Ну, или нет. Там сокращался? Или он играет немножко. Ну, немножко, играет. А такого, чтобы нет, сильно нет, не было, да? А визит-центр, что здесь вы делаете? Там музей как раз делали мы. Когда выбирали, изначально как бы в плане был музей, но потом, когда мы посовещались, решили, что музей маловато. Функцию музея именно, и нужен визит-центр, куда могут гости приезжать и получать, ну, не только, да, вот экскурсоводы, например, там, но и узнать, где остановиться, где можно покушать, там, где аптеки, где ближайшие заправки. Ну, такую актуальную информацию нужную. И как бы родился визит-центр. Плюс там же на базе визит-центра мы развиваем творческую артель «Красный ключ», это сообщество мастеров. Выставки. Когда гости у нас приезжают, они могут ознакомиться с тем, что предлагают. Тепло здесь, уютно. Здесь вот экскурсия небольшая. Ну, вот это начало, как бы, да, лавочка наша сувенирная. Концепция в лавке была такова, чтобы, во-первых, ремесленники получили место, ну, куда они приносят свои товары, потому что человеку творческому надо, чтобы он был востребован. Вообще вот этот вот визит-центр открыт постоянно, да? Открыт он постоянно, да. Ну, кроме понедельника, вторника, там выходные по графику. Александр, небольшую историю вот по «Красный ключ». Ну, поскольку пока тоже такой пилотный проект, но, тем не менее, гостям мы рассказываем. Вот. Ну, вот так выглядело производство бумаги. Это был первый выпуск бумаги в Уфимской губернии. Производство было очень серьезным, крупным. Вот так выглядела, в общем-то, та территория, где мы сейчас находимся. Потому что лес, наверное, рядом, да? Леса было очень много. И плотами сплавляли как раз здесь. Ну, вот так выглядел сам поселок. Да, вот как раз диафиз-прибор, потом после хлопчатобумажной фабрики была как раз продукция, остатки такие. Да, кстати, осталось, оказывается, немного. Мы свою историю, которая, да, была вчера, за историю не считаем, и очень часто как-то так легкомысленно. Поэтому я вот собираю заводские бутылочки. Спасибо, до свидания. До свидания, до новых встреч, надеемся. Буду заезжать сюда. Приезжайте. Обязательно, обязательно. Я вот Спасибо. 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 Рафик Фрич, хотел спросить, а вот Нуримановский район красота с одной стороны, а с другой стороны район с точки зрения экономики дотационный. А вот как это формируется? Ну, разумеется, во-первых, у каждого района свои, скажем так, есть экономические преимущества. Вот я лично и выступаю за то, чтобы этот район не был уж там индустриально развитым. Тут есть сельское хозяйство какое-то. Ну, мне кажется, это такая рекреационная большая зона, где должен развиваться бизнес, должны быть всевозможные гостиницы. Да, быстренько. Раз, два, три. Есть. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот. И вот в то же время, вот видите, ключевое предприятие здесь – это «Красный ключ», который обеспечивает всю республику и всю Россию водой качественной. Поэтому тут у каждого района, я подчеркиваю, своя специфика. Тут не надо единым стандартом подходить и такие, знаете, лекала, что индустриально развит, не развит. Не надо здесь никаких тяжелых производств, экологически сложных производств. У этого района другая судьба. Вот. Поэтому здесь больше надо помогать в плане социальных объектов. Вот мы с главой сегодня о чем договорились. Вот делаем, уже приступим этой весной, реконструкцию полную сделаем
сельская амбулатория, она большая, и довольно много туда нужно вкладываться. Там уже очень назрело. Там большая история в Красной Горке. Нужна вторая школа, потому что там активно развивается целая часть территории Красной Горки, где живет очень много молодых семей, и им нужно это. Вот поэтому такая... По лицею еще будете думать пока, да? По лицею, по Багилинскому лицею надо подумать, надо понять, насколько правильно нам вкладывать туда деньги. Это другой вопрос. А вообще понравился район? Конечно, конечно. Конечно. Красивый район, люди работают, все хорошо. Спасибо.